Дорогие друзья, всех приветствую. У нас сегодня такой день интересный. Все трое щенков у нас уезжают. Что ты? Что? Давай мы выпускаем. Давай, стой. Что? Как у нее забирать теперь? Так, ну давай. Давай, сейчас вот так вот. Так, мальчик. Еще один мальчик, иди сюда. Все. Так, чтобы не цапнул. Давай, их отнесем сейчас. Вот тут. Или последи за ним. Нордик у нас. Айда, Нордик. Пойдем, Нордик, иди сюда. Все, а что ты кипишуешь? Ох, какой красавец Норд. Длиннолапый. Еще 2 месяцев нету. Через 4 дня будет 2 месяца. Вот они, малыши наши. Фух. Уже через полчаса отправка, надо срочно ехать. Вот они трое. Один Ненечка у нас в Москву уезжает. Остальные 2 в Владикавказ. Вот нашим новым, любящим хозяевам. Все, садитесь. Еще раз всем здравствуйте. Завтра у нас очень важный день. Ждали этого практически 7 месяцев. Операция нашему арктическому волчонку. Наконец-то мы до этого дня дожили. Завтра, кто хочет понаблюдать за этим процессом, как будет с самого утра начинаться день наш, ко мне приедет друг мой, будет мне помогать. Взял выходной, потому что людей мало, никого нету, и поэтому, в общем, попросил я друга. У нас в телеграм-канале будет все оповещаться. Только в телеграм-канале. В ютубе тоже выйдет ролик. Ну, попозже, может быть, через дня 3-4, как получится его отредактировать, потому что, скорее всего, будем там целый день находиться. Там после операции еще нужно там часа 3-4, нам сказали, под наблюдением, чтобы у нас арктический волчонок побыл в клинике. В общем, поэтому, скорее всего, завтра с утра до ночи я буду в клинике. И чтобы вы знали информацию, я сделаю онлайн все это в телеграм-канале. Вот как есть, так оно и будет. В 10 часов у нас приедут доктора, мы начнем снимать. Потом, как его будем вести, как транспортировать, все это будет сниматься в телеграм-канале, в кружочке. Поэтому, дорогие друзья, кому интересно все это будет, подписывайтесь на телеграм-канал и наблюдайте за нашим арктическим волчонком. Насчет валендов, 3, которых сейчас везу отправлять. 2, как уже сказал, Владикавказ едут к Расулу. Расул, вам пламенный привет, здоровья всей семье, здоровья, всех благ. Познакомились 2 месяца назад, и, в общем, вот он у нас берет сейчас щенков от Веги и Сина, и также одна девочка будет от Белки и Дара, ему уйдет. Дай бог, чтобы валенды, Энбос и Норд радовали Расула, чтобы Расул радовал их, ну в этом я не сомневаюсь точно. Расул очень достойный, добрый, хороший человек. И надеюсь, все будет у них хорошо. Ну я уверен почему-то в этом. Потому что у него были собаки от Овчаренко в свое время, также валенды. У него есть на данный момент западно-сибирские лайки. Пообщавшись с ним, у меня четкое выстроилось видение, что этот человек любит животных. По Неечке, она уезжает в Москву, наша любимица, единственная девочка в помете, длиннолапая, очень контактная. Спасибо
моей семье, то, что помогали социализировать всех наших валендов. Это жена, 2 дочки моих. В общем, пообщавшись тоже с Анастасией, у нее есть западносибирская лайка. Ей очень понравились валенды, и вот она захотела приобрести его как компаньона в первую очередь. Не как охотничью собаку, да, а как компаньона. В принципе, на самом деле, конечно, очень важно в этой породе охота. Это всегда я ставлю на первое место в строчке. Но, знаете, как я вам скажу, есть такие охотники, что берут, да, собаку и ей вообще не занимаются. Они даже имени не знают. Я вот недавно посмотрел, у него там 15 собак, он говорит, да я просто их так, там, а собаки породистые, с родословными все, а он не знает их имен. Он вот как расходный материал, понимаете? Я не хочу, чтобы мой валенд попал вот так вот, как в расходный материал какому-нибудь охотнику. Собака должна быть одна и на всю жизнь. Собака должна быть с головой, а не лезть, драться, начать со зверем. Ну это как можно драться со зверем? Это смертники. Зачем они такие нужны? Со временем все охотники, с возрастом охотники, именно опытные охотники, заводчики, эксперты, они переходят не к таким собакам, которые вешаются к медведю на ухо. Все переходят на собак, которые не самоубийцы. Я знаю в Карелии мужиков там, я знаю со многих частей России, которые вот любят таких собак, которые бойцовские собаки. Еще их называют травильные собаки. Но зачем такая собака? Ты ее растишь, да, столько в нее вкладываешь, столько в нее, не знаю, любви, душу, все в нее. И потом она просто, то, что она безбашенная, погибает под зверем. Ну, как бы, я не понимаю этого. Вот я когда приезжал к одному заводчику, он говорит, этот смертник, они все погибнут, у меня не доживут до 2 лет. И довольный стоит. Чему радоваться? Почему такое отношение? Я не понимаю. Поэтому вот не хотелось бы, чтобы мои животные попадали в такие руки. Вот, поэтому я уже заявил, что как компаньон валенд, я даже буду очень рад, если не только охотники будут брать эту породу, а еще и будут брать как компаньона, как для души собаку, потому что эти собаки очень умные, они схватывают все на лету. У меня Алитка там в 1,5 месяца давала мне уже лапу, да, когда западники чуть позже это делают. Ну, может, какая-то еще порода, какие-то команды, она и сидеть, и лежать, все это в 1,5 месяца делает. Валенд. Мне даже отец не поверил, говорит, да ничего она там, это щенок, это вот они там бегают, прыгают. Но они тоже, если их начать учить, они начнут. Поэтому она очень обучаемая, эта собака. Валенды это не только охотники, они еще очень сильные поисковики. Могут находить людей под завалами, уже есть такие опыты. Также они ищут и наркотики, они ищут, вот у меня сейчас тоже в пограничные хотят купить валенда, чтобы поиск по наркотикам был, потому что у них очень чуйка лютая, они обучаемы хорошо. Собака, которая может выполнять очень множество функций. Эта собака универсальная, поэтому как компаньон эта собака подойдет очень и очень хорошо. У нас есть валенды, которые уходили от других заводчиков, которые уходили даже в квартиры. Я, по-моему, знаю такие случаи. Я, конечно, квартиру не приветствую и не продам в квартиру, потому что у меня десятки людей буквально за неделю спрашивали также вот про Нею, про Нильса в квартиру. Я строго-настрого сказал, я вам просто ее не продам. Все, вопрос закрыт. Поэтому, если я вот так бы направо-налево продавал бы всех, то эти щенки бы разошлись у меня уже все в месяц бы. А так как делаю отбор строгий, иногда щенки у нас задерживаются там до 3 месяцев, потому что идет строжайший просто отбор. Ну не продам я в хату, ну не продам и все. Вот как хотите. Но если человек обманул как-то или еще что-то там не досказал, мне это уже на его совести будет. А так вот в частный дом, как компаньон, который будет гулять, на лыжах с ними ходить, там в горы ходить, в общем заниматься. Есть тоже такие люди, кто уже валендов покупал и прекрасно живут, прекрасно справляются и без охоты. Вот, ну конечно, охота это неотъемлемая часть валендов.
все равно где-то, если в леску или еще что-то, захочет словить какую-нибудь там мышку, ежика, покопать что-то, кого-то там съесть и тому подобное. Вот, поэтому к этому нужно быть готовым. Я предупреждаю всех заранее, что это не просто собака обычная, а в собаке есть волчья кровь. 20% примерно соотношение плюс-минус. У нас там есть умники, которые как-то рассчитывают уже волчью кровь. Не знаю, они, наверное, специалисты какие-то. Считают там 3-е, 4-е, 5-е колено. А про накопление ничего не знают и не узнают никогда. Потому что они не кинологи, не генетики, и им это знать не дано. Вот, поэтому кто там что там рассчитывает, в чем волчья кровь. Вот я вот говорю, у нас луйка есть, да, луя в 3-м поколении. По вашим расчетам, там всем известным, 12%, да, волчьей крови должно быть, 12,5. Но у нее 20% волчьей крови по гентесту. Гентесту 20%. Как это работает? А это уже совершенно другая история, которую вам не нужно знать. Это называется селекционная работа. Жду всех в телеграм-канале, подписывайтесь, ссылочка в описании. Ну что, приехали. Неечка у нас что-то блеванула она. Наелись вчера этих шеек куриных. Теперь вот надо притирать их. Да? Эти вообще вон забились, как волчата. Конкретно. Да, волчки. Что там, не садят? Что-то они такая сладкая. Пойдем, вон посмотрите, красавица. Это лайк. Да. Дай Москва, лайк. Москва. Сколько тебе жалко? Так, капелек. Это вот Владикавказ. Так, идем, босс, ты любимчик всех сдал. Так, сейчас я его. Это у нас салфетки для салона. Что-то холодно, так ужасно. Сегодня. Подожди. Вот он, босик. Тихо, 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 все.